Бұл жолмен тіпті зейнеткерлер мен школьниктер ақша табуда. У нас есть группа из школьников и пенсионеров. $5000 мен ақшқа сапарды қай стартап жеңіп алды? Учили мультимодального и продажника. Карточка ашта 100 теңгеге кофені су тегін ал. Генийдің маркетингтері. Жасанды интеллект адамдардың орнын баса ала ма? Вопросом, будущий искусственный интеллект заменит людей, либо нет? Осының бәрі Алматы Fair Air форумында. Сонына дейін көр. Бұл халықаралық AI форум 28-30 наурыз аралығында Алматыда өтті. Кіру үшін электронный билет қажет болады, немесе Астана Хаб қосымшасын жүктеп алсаңыз жарайды. Бірінші күні әртүрлі жасанды интеллектпен жасалған стартаптарды аралап шықтым. Бұл дрондармен футбольный матч ойнауға болады. Форум кезінде дронмен де қолдану мүмкіндігі бұйырды. Роботтар мана? Это в ходе кит наборлар, в ходе пөлейін программада осыны жинайды, и потом уже осыны код енгізіп, осында результат көреді. Сол телефон арқылы просто кодты загрузить. Не басам да? Ардуинодан істелген ба? Ардуино арқылы жасалған. Ардуино арқылы на несі. Осында менің аты да, компанияның аты да? Starbucks компания. Бұл VR Uniblock стартапы. Бұл VR очкимен жасалған стартап. Бұны Жаслан Мадиевке көрсетті, премьер-министрға. Бұл көрсетіп тұрған кісі Илья деп аталады. Бірақ мен бір түсінгенім, қарапайым кісілерге бұл VR очкиді тағып көрсетпейді екен. Мен сұрағанда сылтау айтты, сынып тұр, батареясы өшіп тұр деген сияқты. Мен түсінгенім бойынша осы. Я немного не понимаю во всем этом. Простыми словами. Это когда бизнес-то-бизнес. То есть не people to people, это не человек с человеком работает, а компания с компанией. То есть если говорить простыми словами, работаем на рынке США в сфере грузоперевозок и логистики, а сама платформа это AI-рекрутер, то есть AI-рекрутер. То есть сам AI может делать холодные зоны, также назначать собеседование, проводить полноценное уже интервью. И после этого в личном кабинете выдает информацию по кандидату, как он прошел собеседование. Оценивает по софт-скиллам, по хард-скиллам и дает такой должный результат, прошел он собеседование или нет. Идея такова. Понял. Извините, а можно узнать, а у вас есть курсы от компании этот? Что? ЕПАМ есть курсы по этому программированию? Да, 20 тысяч примерно курсов. 20 тысяч? Курсов, ну, в смысле, разных. Потому что много что разных. Вопросом, будущий искусственный интеллект заменит людей, либо нет? И там вопрос главный был в том, что не заменит, но заменит те люди, которые используют искусственный интеллект, кто использует в работе, кто может свои рутинные процессы автоматизировать и заменить искусственный интеллект. Это вот самое главное. И получается, в чем вообще
вклад искусственного интеллекта. Раньше фундаментальная наука, мы сам что-то разрабатываем, и его, чтобы внедрить в производство, уходило от 15 до 20 лет. Но сейчас, как вы знаете, как DeepSeek за 6 месяцев разработал и внедрил. Получается, 20 раз изменение искусственный интеллект поменял в целом научно-исследовательскую деятельность. Сейчас что-то делают, сразу выкидывают производство. Получается, это 20 раз повысило, что мы не будем так долго ждать. OpenAI сделал, выкинул. DeepSeek сделал. Енді панельный сессияны көрсеңіздер болады. Құдды Қазақстанда емес, Ресей мемлекетінде отырған секілдімін. И все время подготовки к этому форуму в плане Барлық спикерлер толығымен орысша сөйлейді. Ең бір ұнаған панельдік сессиялардың бірі бұл IT әйел. Мұнда көптеген монетизация жолдары көрсетілген, интернеттен қалай ақша табу керек сол жайында. Класс. Вообще существует порядка 12 путей монетизации контента. Фото, видео, монетизация контента текстового, монетизация видеоконтента. Я думаю, вас всех догоняли безумные ролики в ТикТоке про монетизацию ТикТока, что надо... Вот, все знают, отлично. Я буду показывать живой кейс. У нас есть Дано, у нас есть 32 человека, это школьники-пенсионеры, это был мой такой небольшой волонтерский проект. Мне хотелось бы дать возможность заработать тем, кому сложно стать программистом, тем, кому сложно начать разработку, тем, кто вот люди, как мы. Я думаю, что среди вас есть, конечно, ребята, кто занимается прямо разработкой, но я буду говорить про очень простой путь. У нас есть группа из школьников и пенсионеров и современные инструменты, то есть больше ничего. Никаких компетенций, никаких сверхнавыков. Это не люди, которые имеют опыт в разработке, это не люди, которые имеют опыт в маркетинге. Это обычные люди, просто вот с улицы, условная выборка. У нас есть 12 путей монетизации контента. Кто-то из этой группы пошел продавать книги. У меня есть потрясающий кейс, когда мальчик 10 лет с помощью GPT написал сказку. На основе этой сказки сделал ролики, и ролики сейчас монетизируются в Ютубе. Это разрыв мозгов. Самое интересное, что мальчик создал сказку на испанском. Знаете почему? Потому что 21 страна в мире говорит на испанском. Мальчик на испанском не говорит. Он подумал, что просто чисто статистически людей больше, говорящих на этом языке, значит, залетит. Очень круто, очень интересная сказка. Жалко, что не очень хорошо понятно, но отлично. Вот. Что же вы сделали? Я буду прям показывать живой кейс. Я говорю, возможно, конечно, ребята-программисты скажут, что это очень несерьезно. Я заранее извиняюсь. Будем говорить понятным языком. Итак, что мы сделали? Во-первых, мы определили задачу. Что нам нужно? Нам нужно генерировать сотни и тысячи изображений и видео, чтобы просто заработать денег. Для этого нужно автоматизировать процесс. Мы на втором этапе делаем промпт. Я сейчас покажу, как выглядит промпт для того, чтобы ускорить процессинг. На третьем этапе мы создавали AI-ассистента. У вас на прошлом тоже большое мероприятие был мастер-класс по созданию AI-ассистента. В принципе, вы можете найти в открытом доступе прям мастер-класс, куда нажать, как создать. Генерируем промпт, создаем контент и готово, в общем-то. То есть никаких особо сверхъестественных там навыков не требуется. Очень крутая мысль была на предыдущей панели, я повторюсь, про социальные лифты. Вот вам живой социальный лифт, очень быстрый. Самая простая задача, которую мы сделали, мы дали роль промпт-инженера, то есть мы дали сразу GPT стать нашим. Можно сейчас найти локализованный контент для Казахстана. Мы супер круто, мои ребята, продавали картиночки на Наурыз. Классно отработали. Вам вообще еще раз и следующий лайфхак о том, что локализованный контент очень круто продается. Вот это были тоже изображения, которые здорово продавались, но они были анимированы. Я здесь вам не могу показать анимацию. Они были анимированы и тоже использовались на... тоже был путь монетизации, да, не буду рассказывать, каким образом, был путь монетизации. Сейчас у ребят более 20 тысяч работ в портфолио, то есть это и фото, это и видео, и это постоянно, и, конечно, это не миллионы, но когда тебе 15 лет и $100 в месяц ты зарабатываешь, мне кажется... Для бизнеса, для своего проекта, для кого-то это может быть поздравление близким. Да.
Бұл Freedom Banktың стенді. Осында адамдар кезекке тұрып, 100 теңгенің кофесін алуға біршама адам кезекте тұрды. Неліктен дейсіздер ғой? Ачка ашсаңыздар Freedom Banktен 100 теңгеге кофе аласыздар. Бұл неткен гениальды маркетингтік идея десе де болады. Бұл біздердің мақтаныштарымыз робототехникадан әлем чемпиондарының медальдары. Celebre AI бұл тамырдың жеке жүйесін тексеретін стартап десе де болады. Денсаулық сақтауға жатады. Поэтому позволяет с помощью фотоаппарата провести исследование такой же, как реальный маркер. Представьте, что 6 минут, это еще есть 1,5 часа. Тоже у вас чисто на исследование уходит 2 часа 10 минут, да? Судим о батареях, производство новых инновационных батарей, Да, которые на порядок по производительности выше и по стоимости ниже, чем нынешние. Хранятся все данные электронного правительства. Все, что у нас оцифровано в стране на уровне государственных органов, все это хранится в едином дата-лейке. Бірінші күннің соңғы панельдік сессиялардың бірі бұл Айсана программасы туралы болды. Барлық университеттерде осы программаны енгізген деп жатыр. Бұл дата сет, яғни үлкен мощный компьютерлер орналастыру жөнінде. 5, 7, либо как в Алмате 20 вузов, да, то якорные вузы, они будут центром компетенций для других. Да. Көрермен сұрақтары, университет директорлары қандай искусственный интеллект қолданады? Чат GPT? Чат GPT. Сейчас DeepSeek. Отлично, хорошо. Динара Ринатовна, вы что используете? Во-первых, я прошла все курсы, которые сейчас мы на нулевом этапе для студентов предлагаем. Это Astana Hub, Huawei и Coursera, основные курсы, для того, чтобы понять, что мы предлагаем нашим студентам. Во-вторых, я использую чаще всего чат GPT, Grok использую, сейчас очень интересные ответы он дает, DeepSeek тоже. На самом деле я Gemini AI, я один и тот же вопрос задаю всем и уже начинаю их кошмарить. И использую еще гамму, это вот когда презентация, если я готовлю свои лекции для студентов, готовлю их в гамме. Спасибо. Камиль, какие нейросети в формате Blitz? То же, что озвучили коллеги, чат GPT, конечно, DeepSeek. То есть, используя несколько нейросетей, можно получить лучший ответ. Также очень часто использую Copilot, это именно чисто работа с Microsoft документами, если нужно сделать короткую выжимку. Ну и ряд нейросетей уже для генерации картинок. Ну, это, я думаю, все сейчас этим занимаются тоже. Спасибо, пожалуйста. Какие вы используете? Чат GPT, DeepSeek. Ну, наши преподаватели, студенты используют, наверное, все возможные нейросети. Спасибо. Бұл өзбек делегациясының стенді. Сол күні Қазақстанға Өзбекстанның президенті келіп кеткен болатын. Өзбекстанда Astana Hub секілді компания бұл IT центр деп аталады. Арабиядан да қонақтар келді. Шейх, бұл дегеніміз Udacity платформасы арқылы берілетін программированный курстарды Қазақстан азаматтары үшін тегін оқуға мүмкіндік беріп жатыр. Бұл ең негізгі спонсор бұл Араб әміршіліктері. Тегін оқуғыларыңыз келсе, бұл QR-код арқылы өтеңіздер болғаны. Форумның соңғы күні IT Battle болды. Бұл комиссия төрағалары. Бірінші стартап бұл инсультке шалдыққан адамдардың үй жайында видеокамерамен қалай емделуге болады, сол жайында упражнение жасауға болатын программа жайлы. Все, отлично. Почитать? Здравствуйте, меня зовут Александр Пак, и я сооснователь Flexion AI. Мы делаем реабилитацию доступной для каждого в любое время и в любом месте.
Итак, инсульт является, во-первых, знали ли вы, что один из 4 А пайплайн насколько сейчас? получается, уже скоро подпишем договор, получается. Ну, не буду говорить ничего, ну да. Наша основная проблема в том, что в мире по статистике генерируется около 18 миллиардов видеоконтента ежедневно, и 99,9% из них просто не анализируется. Потому что это, во-первых, дорого. Үшінші проект мағанағандардың бірі Recreate. Яғни трендовый видеоларды қалай сұрыптауға болады. Моим стартапом, моим приложением пользовались люди. И на запрос, и искусственный интеллект анализирует тематику данного запроса, какой контент нас снимать, и из базы данных достает десятки тысяч вирусных роликов. И по каждому ролику проходится, анализирует и дает в итоге готовое руководство, которое дает человеку снимать очень просто следующие вирусные ролики. Выбрав из которых можно одним кликом создать своим лицом, своим голосом уже готовые вирусные ролики. На самом деле сейчас уже, все это рассказал, чем мы отличаемся, мы даем полный цикл от поиска идей до готового ролика. У нас бизнес-план по подписке. Рынок огромный, ежегодно на 13% растем. И за короткое время, спустя 2 месяца, мы набрали уже 12 тысяч пользователей и уже на $150 тысяч получили инвестицию. Благодарю. Вы можете пользоваться, отсканировать данное решение и можете попробовать наше решение. Да. Спасибо, Закиржан. Уважаемый жюри, вам слово. Да, спасибо. Презентация супер. Классный проект. Единственное, я вот не понял, история началась с твоей личной истории, а дальше ты говоришь, клиенты это МСБ. 50 минут. Ну, в среднем мы сейчас вот это наблюдаем. А сколько у вас таких людей? Сейчас около 30-20%. Ежедневно заходят 1000 активных юзеров. Окей. Можно вопрос тоже? Он немножко может быть такой ignorant, потому что я что-то пропустил, но в чем вот, наверное, отличие между тем, что при правильных промптах может дать ChatGPT, и то, что даст ваше решение? Ну вот такое основное отличие. Очень крутой вопрос. На самом деле, каждый раз, когда отвечаю на этот вопрос, очень много людей запрашивают, вот, чем отличается мы от ChatGPT. ChatGPT уже обучен на информациях, которые до этого были. Там, это может быть полгода назад, год назад, да? Ну, максимум полгода назад. А тренды меняются каждый день. Вирусность, ситуационные, вот, новостные тренды. Мы обучаемся каждый день, мы анализируем, то есть индексируем, наполняем нашу базу данных каждый день. И за счет этого у нас обеспечивается свежесть контента. И за счет этого мы можем говорить нашим клиентам, что мы можем прогнозировать, какой контент станет в ближайшем времени вирусным. Ну, смотрите, тот же Deep Research, да, внутри чата GPT, он может в реальном времени за 5-6 минут, в принципе, все это проанализировать. То есть я пытаюсь понять, съест ли ваш проект общее направление там, больших LLM-моделей, то есть тот же, не знаю, Claude, там. Очень круто, круто. Ну, к сожалению, времени очень мало было, поэтому мне не удалось раскрыть полностью технические моменты. Но на самом деле, чем мы отличаемся от ChatGPT? ChatGPT, он обучен на текстовых таких информациях, да? А мы в реал-тайме получаем, то есть наполняем базу реальными роликами. Мы изучаем каждый ролик, вытаскиваем оттуда текст, мы кадры оттуда берем, монтаж даже анализируем, каким образом монтаж сделать. То есть вирусность основан в тексте, то есть хук классно использован, да? Кто-то кричит: «Всем привет, не слушайте никаких маркетологов,
слушайте меня, да, то есть это слово, хук называется, да, это, возможно, сыграло роль, если вы тоже отснимете такой материал, и у вас тоже залетит. Вот, Спасибо большое. Спасибо, Закиржан. Удачи вам тоже в проекте. Ждем. Төртінші проект экосистема Koz.ai. Всем добрый день, меня зовут Куатов Мухаммед, я являюсь основателем и SEO компании Koz.ai, где мы не просто создаем AI-решения, мы строим целые экосистемы, где наши технологии работают за людей, а не вместо людей. Все это мы обосновали на том факте, что на данный момент каждый бизнес – это как оркестр без дирижера. То есть 99% компаний используют десятки систем, которые не связаны друг с другом. Сотрудники тратят 4 часа в день на рутину, которую можно было делегировать и с помощью искусственного интеллекта. И почему это все происходит? Потому что ни у кого нет единой экосистемы. И как раз таки мы решаем эту проблему тем, что мы создали команду, которая не спит, не ошибается и становится умнее каждый день. И мы не говорим про людей. Мы говорим про наших AI вертикальных агентов, которые в общей системе выстраиваются в экосистему, которая работает реально. Мы не автоматизируем бизнесы, мы пересобираем операционную систему с нуля. Они, наши AI-агенты, полностью интегрируются и связываются с вашими CRM-системами, ERP-шками, маркетингами. То есть один агент заменяет целый департамент людей. Это все благодаря тому, что наши строительные блоки для нашей экосистемы состоят из 4 блоков. Первый блок – это AI-стратегия. Мы находим самые взрывные точки роста с AI. Дальше мы внедряем наши AI-агенты, которые заменяют HR, маркетинг, продажи, департаменты. Дальше мы выдаем также блок третий, допустим, состоит у нас из кастомных решений. Мы также занимаемся Computer Vision, IoT. И это все заключается в 4-й блок, что является платформой Kaizen, где каждый руководитель бизнеса может в реальном времени в любой точке мира посмотреть, из чего это все состоит. По поводу маркетинга, на данный момент SaaS очень сильно перегружен. Никому не нужен очередной инструмент. Всем нужно одно единое решение, которое работает слаженно. И каждая компания, которая сейчас в мире существует, это наш потенциальный клиент. Мы создаем новый рынок. Рынок AI Workforce as a Service. По поводу наших компетиторов. Чем мы отличаемся? Мы отличаемся кардинально всем. Допустим, ребята, которые сейчас здесь выступают, это просто наши потенциальные клиенты. Пока рынок предлагает вам умные чаты или отдельные инструменты для анализа речи или рекрутинга, мы идем дальше. И мы это все подтверждаем тем, что мы меняем игру уже на данный момент. Мы сотрудничаем с лидерами рынков Казахстана, Америки, Сингапура и Великобритании. Они видят свою роль менее чем за 3 месяца. За 2 месяца нам удалось сделать ту работу, которую люди другие делают годами. Как один из примеров, допустим, крупных компаний, с которыми мы уже работаем. Наша цель на 2026 год – это 1000 плюс AI-агентов, которые будут снабжать бизнесы, десятки тысяч бизнесов, где каждый человек сможет создать свою отдельную компанию. Все это делается у нас по бизнес-модели as a Service. То есть это Agent as a Service. Это один способ нашей монетизации, второй – это платформа Koz.ai, третье – кастомные разработки для бизнесов, enterprise. Но мало того, что мы верим в технологии и инновации, больше всего мы верим в людей. Именно поэтому в нашей команде 12 экс-фаундеров. Это бывшие стартаперы, которые создают технологии. И они не являются просто разработчиками, они являются владельцами бизнесов и мыслят так же, как и бизнесы. Поэтому Koz.ai мы не продаем AI, мы продаем доминирование на рынке. Если вы хотите стать частью этой истории, то добро пожаловать к нам. Спасибо. Это было бы впечатлительно. Прошу, слова жюри. А технически это что? Вертикальные AI-агенты. А вы сотрудники? Один пример use case. Объясните, как это все работает, пожалуйста. Да, как один из вариантов, допустим, мы создали платформу, которая является виртуальным работником, который анализирует отзывы ресторанов. То есть он сам полностью парсит все данные с Тугиса, с Яндекса, с Гугла, дальше сам их анализирует, выдает рекомендации. И внутри этой платформы наш агент выдает рекомендации. Допустим, если в какой-то точке сегодня было плохо обработанный бургер, либо там, допустим, проблемы с обслуживанием, то яишка автоматически выдает это как рекомендацию. Улучшите, допустим, это у вас на платформе. Типа бот, который читает отзывы в Тугис. Это не бот, это целая экосистема. То есть там, допустим, как один из примеров, давайте я вам покажу. Один AI-агент, внизу у него очень много различных других AI-агентов. То есть, допустим, как это менеджер по отзывам, да? Внутри этого менеджера по отзывам один агент занимается сбором информации, другой агент занимается анализом этой информации, третий агент занимается тем, что он, допустим, выдает рекомендации, исходя из того, что он увидел.
Хорошо. Это как один из примеров того, что мы делаем. Допустим, у нас в компании 12 человек, но еще плюс 8 цифровых сотрудников, которые занимают роли как project manager, допустим, я и маркетер, client acquisition. Мы закидываем документы в них, и они нам автоматически сами выдают, кто и что должен делать. Я бы, наверное, только комментарий дал. Вообще глобально сейчас, эра чата GPT начинается, и поэтому лучше в презентации максимально все конкретно говорить, больше в конкретику уходить. Например, там на вопрос, чем мы отличаемся от конкурентов, говорить, что всем, вот максимально обще звучит. То есть сейчас, наоборот, именно value имеет, когда вы максимально цифры показываете, бенчмарки, go-to-market, и минимально лучше минимально различных таких абстрактных там предложений и так далее. Это сейчас, очень может не очень полезно, это просто повлияет на сторителлинг. У нас просто не так много времени было, 3 минуты на выступление. Из-за этого пришлось это все более-менее скомпонировать для того, чтобы и вы понимали, и люди понимали, которые работают. Да, поэтому лучше сразу цифры показывать. Если, например, вот единственный слайд, где мы можем хотя бы увидеть ваших пользователей, кастомеров, но тогда нужно показать ARR, там, или какие-то... Бесінші стартап бұл қаржылық директор, кіші және де үлкен бизнеске арналған стартап. Друзья, всем салем, меня зовут Даулет, компания FinFlow, мы делаем AI финансового директора для малого и среднего бизнеса, помогаем им автоматизировать финансовый учет и ускоряем процесс получения займов с банка. Вообще в Центральной Азии около 3 миллионов количества бизнесов, 80% из которых очень плохо и неэффективно ведут свой финансовый учет и управление. 40% владельцев в течение года 2-3 раза встречаются с кассовыми разрывами. 50% заявок на получение займа для юрлица отклоняются. В то же время банки около 10 миллионов долларов недозарабатывают в год за счет того, что МСБ плохо, неэффективно подаются на займ. 80% подающихся, им сложно подготовить весь пакет документов, финансовых документов для due diligence. И весь процесс займа доходит до 8 недель, что это очень долго, хотя МСБшнику деньги нужны уже на это. Алтыншы стартап бұл Foodie. Онлайн қосымша, нутрициолог және диетологтарға арналған Всем қосымша. привет, меня зовут Эльмира Убри, и я основатель Foodie. Сколько из вас держали диеты когда-либо? Поднимите руку, пожалуйста. Какие эмоции вызывают у вас диеты? Сложности, стресс, ограничения? Согласно С рынком таких приложений типа Ито и так далее, это очень большая категория в App Store в целом. Но сейчас там такая проблема существует по очень дорогой трафик на эту категорию конкретно, Health and Fitness, там закупки по $6 за пользователя неоплаченного и так далее. Какие у вас идеи о том, как вы можете в Америке go-to-market осуществить? Мы работаем через инфлюенсеров, и не зря здесь появился TikTok. Мы выиграли грант на $3000 на продвижение именно на рынке Центральной Азии, и в Америке мы будем двигаться именно так же. Через создание уникального контента, ТВ-серий именно с опытом, и мы будем действовать путем создания своих собственных инфлюенсеров, либо уже через существующих микро- и наноинфлюенсеров. Окей, спасибо. Я просто хочу поделиться, может, это будет полезно. Это не больше вопрос. Есть такой стартап, я не помню, как называется. В общем, они сделали примерно то же самое, и у них около 3 миллионов пользователей в Штатах, но там дело в том, что они работали через докторов. То есть они как бы пошли к medical services, там, где люди приходят с аллергиями определенными, доктор создает им карточку, как бы, чем можно питаться, чем нельзя питаться и так далее. И как бы перед каждым приемом пищи, из-за того, что человек медицинский не хочет повредить своему телу, пользуется этим сервисом. Я думаю, что можно изучить эту сторону тоже, просто кажется, что будет дорого именно вот по Спасибо, acquisition. комментарий очень ценный. И да, мы планируем интегрироваться с health insurance сервисами, и это не требует FDI на всякий случай. А вы считали CPM через инфлюенсеров в Америке? В Казахстане у нас выходит меньше, чем $1, но это нано и микроинфлюенсеры. Мы не работаем с миллионниками, потому что считаем это неэффективным. А в Америке не считали? Пока мы таргетируем Центральную Азию, в Америку, как поднимем деньги, обязательно посчитаем.
Ну, инфлюенсеры недорогие же, если это микро, в Америке они там стоят $200 за Да, пост, 500. примерно это где-то $2-3 до $5 хорошие можно выстроить сети благодаря инфлюенсерам. Ну, я могу только добавить то, что я сам аллергик, и если бы вы это сделали для аллергиков, я бы этим каждый день пользовался. Спасибо большое за отзыв. Обязательно учтем. Спасибо. Надеюсь, вам понравились наши рекомендации от наших экспертов. Спасибо. 7-ші стартап Қала Ай. Ақылды қалаларға арналған қосымша. Всем привет, меня зовут Булгаков Руслан, я CDO компании Hala AI. Мы создаем городской искусственный интеллект для того, чтобы делать города устойчивее. На сегодняшний день есть основная проблема данных городских о том, что они разрознены, хранятся в разных ведомствах, зачастую изолированы и создают проблемы с точки зрения времени и обработки этих данных. В этих условиях с информацией работать дольше и сложнее. Это мешает городу адаптироваться быстро к собственному росту, оценивать прогресс по отношению к собственным целям. Например, к устойчивости. Последний отчет ООН показывает о том, что почти все города отстают. Resilient City Platform – это наша платформа, B2G продукт, который объединяет в себе данные, методики, а также искусственный интеллект для анализа данных. Простым словом, мы создаем локальную вики для анализа данных в геопространственном. Сегізінші стартап Red Flags. Қоса көпшіктерге арналған AI платформа. Всем добрый день. Сегодня я вам расскажу про систему Red Flags. Это платформа анализа и оптимизации. 9-ші стартап Protector AI. Школдағы буллингке қарсы видеокамерада орналасқан AI. Бәріне сәлем, мен Мат Майдар. Современные системы видеонаблюдения в школах, в детских садах на сегодня предлагают всего лишь онлайн-трансляцию, либо хранение видеозаписи. 10-ші стартап Flip онлайн AI-секретарь. Всем салям, меня зовут Марк, я фаундер Flip. И мы хотим, чтобы любой предприниматель смог внедрить в свой бизнес и искусственный интеллект, не написав ни одну строчку промпта, не то что даже кода, и сделать это всего за 5 минут. С чего мы начали? Мы начали с одной большой, популярной проблемы – долгие ответы в рынке МСБ. МСБ отвечает клиентам 60 минут. Из-за этого, я думаю, очень легко догадаться, что вы теряете очень много денег, потому что очень много клиентов тупо не дожидаются ответа. И да, это очень популярная проблема. Но что мы сделали? Мы сделали так, чтобы любой предприниматель смог просто зайти на сайт и за 5 минут, не писав никаких промптов, выбирая LLM, просто ответить на пару вопросов про бизнес, который он знает лучше всех, и получить готового и-продажника, который продает его услуги. Мы сами, то есть Flip сам пишет промпт, сам выбирает LLM, сам выбирает температуру, делает все то, чего, предпринимателю точно не хочется делать. Давайте про трекшн. Значит, мы закрыли в феврале $12 тысяч МРР, 178 активных клиентов, мы растем от месяца к месяцу в 144%. У нас замечательные клиенты, которые вы можете видеть здесь. И совсем недавно мы привлекли $100 тысяч инвестиций на пресид-раунде. Но есть одна штука, которая всегда нас дергала, и это конкуренты. Да, у нас огромный рынок, да, у нас огромное. И получили мультимодального ИИ-продажника, который прям как человек, можно сказать, маркетинг. Омбернший стартап Kiko AI. Робот AI. Всем привет. Когда я работал больничным клоуном, я развлекал детей в хосписах. И часто замечал, что в те моменты родители были другими. Они улыбались, радовались, смеялись с детьми, окутывали их заботой. Часто фотографировали, снимали на видео, пытаясь поймать каждый момент, потому что знали, что завтра может не наступить. Мы сегодня все вернемся домой и будем ужинать. И, скорее всего, мы будем сидеть вместе, но мы будем разделены цифровой стеной. Но почему же должна произойти трагедия, что мы поняли, что самое главное быть вместе? Мы верим, что технологические продукты могут объединять. Но также мы еще верим, что устройства с искусственным интеллектом могут быть не просто помощниками, но они могут быть членами семьи.
Поэтому мы создаем социального робота. Кика, куда встроен проектор, игры, спикер, камера, и он имеет свою уникальную личность. Он не включит за вас кондиционер, но он поможет, он создает ритуалы вокруг семей, он помогает делать домашние задания, ставит фильмы, музыку. Он отличный собеседник для взрослого поколения, он собеседник, он партнер для родителей, и также он веселый друг для детей. Плюс он фотографирует, снимает и запечатляет про семьи. У человека есть такая функция, что мы любим очеловечивать объекты. Если это будет робот, то качество взаимодействия намного выше, и мы приходим в... Уникальный стартап в Global AI. Профориентация. Соңғы 13-ші стартап рак ауруын анықтайтын AI стартап. Добрый день, меня зовут Ансар, и сегодня я представляю Онкозиро. Мы делаем диагностику лейкемии в 1 000 000 раз быстрее и на 90% дешевле. Сегодня средний путь диагностики лейкемии – это ожидание до 10 дней и $500 потраченных пациентом. Сложные генетические анализы, дорогая аппаратура и время, которого у пациента чаще всего нет. Именно это мы и стремимся решить. Наша нейросеть обучена на более чем 11 тысячах клинических кейсов из Алматы и Астаны. Всего с 1 каплей крови и 1 секундой она способна выдать результат до 99,7%. Также она содержит в себе 60 миллионов параметров и, следовательно, учитывает все от размера клетки до ее структуры. Наша бизнес-модель довольно проста. Это лицензия от $23 тысяч в год по всему миру и от $8 тысяч в год по странам СНГ. У нас есть конкуренты, которые также занимаются анализом и выявлением онкологических заболеваний, но нашим самым главным отличием от них является то, что в сумме все наши продукты покрывают 70% раковых опухолей. Рынок в Казахстане довольно мал, всего $90 миллионов, поэтому мы решили развиваться в Европе. В Европе рынок очень недооценен, но он составляет $150 миллиардов. Команда Онкозиро – это крутые инженеры, ученые и врачи. С нами ученые медицинского университета в Германии, врачи из Национального центра онкологии в Астане. Наши разработчики – это выпускники международных вузов Италии, Англии и Гонконга, а также призеры физико-математических олимпиад. За прошлый год мы многое успели, поработали более чем с 10 больницами из 4 разных стран, обработали 11 тысяч пациентов, и то, что я считаю самым главным, это мы прошли первый этап клинических испытаний. То есть мы станем национальным решением, и все пациенты с лейкемией будут проходить через нашу систему с сентября 2025 года. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый жюри. Прошу, вопросы. В конкурентах Тераноса нету? Еще раз. Тераноса в конкурентах нету? Шутка. Это вопрос. Насчет регуляторики вопросы в основном, то есть FDA, вообще вот все, что с этим связано, вообще медтех, то есть, возьмем известный казахстанский кейс Церебро, очень крутой проект, очень крутая команда, очень крутое все, но вот этот процесс, там, я не знаю, сколько лет понадобилось, чтобы им FDA разрешил делать клинические исследования, потом еще нужно дальше идти, чтобы получить эту лицензию, и потом когда-нибудь можно будет выходить в рынок, то есть это очень долгий, такой тяжелый путь, и вот вопрос в основном вокруг FDA и аналога FDA в Европе, там, в других странах. Да, я считаю, в этом вопросе нам очень повезло, потому что с нами... Foodie AI. Сонымен қорытындылай кетсек, 3-ші орынды Foodie стартапы жеңіп алды. Один небольшой комментарий, это еще раз фокусироваться на аллергиях, потому что... Объявляет Ербол Кобжасар и выдается чек на сумму $3000. Всем привет! Хотелось бы поблагодарить всех присутствующих за то, что они уделили свое время, желание, энергию
на данное мероприятие. И про этот стартап я хочу сказать, что он такой немного дерзкий. Вот, нам это очень всем понравилось, форма выступления. Я думаю, что есть большой потенциал у фаундеров, поэтому хотим объявить второе место Flip. Екінші орында Flip. Герза. Да, всем спасибо за посещение. Очень классное мероприятие. Спасибо Астана Хабу за такое мероприятие. Очень многие проекты понравились. Ребята классно презентуют. И первое место занимает проект FinFlow. Бірінші орында FinFlow. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кет. Сау бол.